заниматься в этой компании. Я сам строю свой бизнес. Не надо делать из меня продавца, если я лидер. Если я хочу проводить собрания, если я хочу организовывать работу офисов и представительств, зачем мне продавать продукцию? Я буду терять время, хотя я мог его потратить на более эффективное. Или зачем продавца пытаться заставить рекрутировать людей? Он не любит и не умеет делать, он привык, если он врач. Он привык работать на клиентов. Он не хочет работать с бизнес-партнерами, ему это некомфортно. Зачем его заставлять делать то, что ему некомфортно? Вот эти все ограничения, драконовские какие-то нормы, они показатель того, что компания вынуждена увеличивать товарооборот за счет своих партнеров. Партнеры от этого только проигрывают, потому что не все могут выполнить обязательства. И огромное количество дистрибьюторов просто вообще не получат ничего, хотя работали. Потому что они план не выполнили. А здесь компания может смело смотреть статистику и проценты накручивать. Сказала, 100% реализовывается, заплатила всего 20%. Поэтому вы очень часто можете слышать огромные размеры процентов, которые якобы выплачиваются в сети. И когда мы говорим, что у нас 68, а у нас вообще 120, ну как 120, да, может быть такое. А если посчитать, то действительно 120 получается. Вот. Поэтому нужно четко распределять, что это не нарисованные проценты, которые якобы мы зарабатываем, а это живые деньги, которые в зарплатной ведомости выплачиваются. И я всегда людям говорю две цифры. Зарплатная ведомость за январь этого года по региону Россия 1 288 000 долларов, и там 800 с чем-то тысяч выплачено. Ну, я сейчас точно не могу сказать, у меня эти цифры есть, я могу с ними потом поделиться. Но факт есть факт. Не надо говорить и рисовать какую-то схему, по которой вы будете когда-то что-то получать. Скажите две цифры. Вот товарооборот, а вот зарплата. Больше 60%. Плюс еще китайцы там что-то получили, потому что все-таки от них, да, они же с региона России тоже имеют какие-то проценты. Распределяются живые деньги, люди получают. А как получают? Вот здесь вот мы уже объясним. Да? 10% за приглашение, но не в этом деньги. Деньги в товарообороте. Тебя не заставляют ежемесячно рекрутировать. И это показатель финансовой пирамиды. До тех пор, пока люди входят в сеть, бизнес развивается. Как только идет спад в сеть, бизнес тут же рушится. Потому что они зарабатывают только за счет себя же самих. Эта математическая ошибка, она приводит к банкротству в результате. И это не должно быть никаким показателем потребительской сети, потому что потребительская сеть работает за счет потребителей. То есть мы, конечно, входим, у нас сейчас этап становления структуры, у нас очень важно, чтобы как можно больше бизнес-партнеров появились, потому что мы на самом первом этапе, мы в первом вагоне, да, едем. Мы пока цепляем еще состав к себе. И нам сейчас важны бизнес-партнеры, и поэтому у нас основной товарооборот идет даже не столько от потребителей, хотя мы сами потребители, но все-таки потому, что люди входят в компанию. Но посмотрите, какое огромное количество людей идет за результатом продукции, а не за деньгами. И я очень рад этому, и люди, несмотря на то, что приходят и не работают, но они все равно потребители. Это тоже классно. И таких людей всегда будет много. Всегда будет много людей, которые хотят, но они не могут понять, что они сами себя обманывают. Вот. Ну и ни в коем случае не пытайтесь обещать людям, что ничего не нужно делать и будете за это получать большие деньги. То есть для меня очень важно, чтобы быть честными с людьми, потому что мне с ними работать придется. Такое будет обязательно, и вы можете услышать, что вот новая эра там обещала и что-то не сделала. Но это некорректная работа дистрибьютора, это не лидер, он не достигнет успеха, он скоро уйдет из компании. Потому что я даже больше скажу, что
пирамидах, хотя там тоже обещают большие деньги, там тоже работать нужно. Еще сильнее, потому что там срок коротенький, там нужно быстренько успеть заработать деньги. Быстрее обмануть как можно больше людей, чтобы хоть что-то заработать. Иначе сам прогоришь. Так вот, работать нужно, и деньги бесплатные не бывают, и надо на это настраивать людей изначально. Не обещайте им халяву. Обещайте им, что вы можете выйти на пассивный доход только если вы хорошо поработаете. А для того, чтобы хорошо поработать, нужно объяснить человеку всего лишь две вещи. Первое – это комфортные условия работы в самом начале. И второе – это легкое дуплицирование этого бизнеса. Нашему бизнесу научиться очень легко. Во-первых, потому что это сетевой бизнес, потому что сетевой бизнес по определению не простой, а очень простой. Во-вторых, и это преимущество новой эры. Продукт очень простой. Я до этого работал в сетевой компании, ну как партнером был, да, у меня был свой бизнес в бизнесе, я изучал вообще бизнес сетевой, у которого был очень сложный продукт, там нужно было, нас даже академики учили, дипломы выдавали для того, чтобы грамотно преподнести свойства продукта. И у меня была большая структура. Я работал достаточно всегда активно и с людьми научился работать, и люди мне доверяли. Заходили в компанию, но у них не получалось работать. Потому что им надо было пройти такой курс обучения и такие мозги иметь, чтобы объяснить вот эти вот аминокислоты, рисовать там схемы, рисовать, почему там чего затыкается, рассказывать об открытиях ученых, которые получили Нобелевские премии, запоминать сложные фамилии, запоминать вот такие вот длинные научные слова, там запоминать названия каких-то гормонов, дегидроэпиандростерон и так далее. То есть любое слово это было сложностью для человека. И очень тяжело развивать такой бизнес, но вы видите просто. Задача сетевой компании продать такой продукт, чтобы его люди купили. Это задача вообще любого человека. И поэтому продукт должен обладать определенными качествами, для того, чтобы он легко реализовывался. Самое главное качество – это безопасность. То есть человеку нужно доказать, что это абсолютно безопасно пользоваться этим продуктом. И чем проще это доказать, тем, соответственно, проще будет продать этот продукт. У нас как доказывается безопасность? Поджигаем. Да вообще само просто понятие, ну что такое продукция? Молоко, да, кальций, пыльца сосны. Бамбук. Все настолько натуральное, простое и без сложных составов, что продукт, помимо очень легкого доказательства безопасности, обладает еще вторым качеством, очень важным, понятность. Продукт должен быть безопасный и понятный. Если он сложный, уже возникает мысль о том, что вдруг это опасно. Ты рассказываешь какие-то чудеса, как какие-то молекулы соединяются и так далее, а вдруг у меня что-нибудь вырастет после этого. Это нормальное подозрение любого человека. Когда какое-то что-то сложное, у нас очень много открытий, которые совершили ученые и говорили всегда, вот это спасет теперь мир, это открытие совершило революцию, и теперь все люди уже счастливы и сыты и так далее. Изобретали, что такое изобретали? Ну, элементарно, нейлоны изобрели. Открытие нейлона это была такая революция, что сказали, что теперь все будут ходить в нейлоне. Вся одежда будет из нейлона. В чем мы ходим? Чем богаче человек, тем он ходит в чем? Натуральной одежде. Я говорю, что я очень благодарен прогрессу, я очень благодарен ученым. У нас есть замечательные технические средства, есть шикарные сложные машины. Но когда мы садимся в машину, в богатой машине, что? Мы касаемся натуральных. Там есть дерево, там есть кожа. То есть все, чего касается человека, должно быть натуральным. А там уже может быть синтетика и все что угодно.
нагонять денег на себя синтетику. Дальше. Продукция должна быть актуальной. То есть, если эта продукция не нужна, ее просто не купят. А если вы задумываетесь о бизнесе, то эта продукция должна быть актуальной и сейчас, и завтра, и послезавтра. Потому что бизнес не на один день. И здесь вы можете столкнуться с такими вещами, как да БАДы, ты что, БАДы вообще? Это не актуально. Вот кому. Какая-то струнная рельсовая дорога, какие-то вот эти проекты инвестиционные, какие-то изобретения, которые изобретут в будущем, и ему нужно вкладывать деньги, это актуально. Я скажу так, и сетевой бизнес, он, кто не знает вообще, откуда произошел и что было реализовано в Америке. Какой-то крем, наверное. Лекарство. Это была продукция для здоровья. То есть, не буду там усложнять, говоря, один американец долго жил в Китае, его задача была очень хорошей, он хотел найти способ накормить все человечество здоровой и полноценной пищей, потому что не все могут себе позволить покупать дорогую еду, но природа, она снабжает нас такими ресурсами, которые можно питаться. И он искал способ потреблять здоровую пищу в маленьких количествах, чтобы организм получал все самое необходимое из рациона питания. Да? То есть он прекрасно понимал, что мы едим много лишнего, то, чего организму не нужно, на это тратим деньги, и в этом причина того, что мы просто деньги выкидываем, а не получаем того, что нужно. Если мы будем грамотно питаться, мы будем тратить меньше денег, а получать все самое необходимое. Он хотел накормить мир, и он изобрел первые БАДы. Не буду усложнять, там было на основе водорослей, что такое, но смысл в том, что он создал свою компанию. Вот, и открыл лабораторию, начал изучать, начал тестировать, и, естественно, надо было результаты какие-то получить. Он на людям раздавал бесплатно эти БАДы свои для того, чтобы увидеть результат. И столкнулся с тем, что люди, когда получали бесплатно БАДы, они их не принимали. Он тогда их начал продавать за небольшие деньги. Потому что когда человек платит денежку, он уже как бы, раз заплатил, надо съесть. Вот. А ему нужна была статистика побольше. И он тогда начал приплачивать людям, если они еще и кому-то другому этот БАД рекомендуют, чтобы он тоже купил. Вот все, пошли прямые продажи, пошли рекомендации, бизнес-рекомендации, человек изобрел сетевой маркетинг. И до сих пор БАДы лидируют на рынке. До сих пор это один из самых развивающихся рынков. 75% роста. До сих пор тенденция у нас на Земле идет к улучшению уровня жизни, а улучшение уровня жизни без здоровья, она немыслима. Поэтому во всех странах абсолютно идет тенденция мода на здоровый образ жизни. Это не только еда, это и фитнес и так далее. Но еда это несомненно, да, то есть мы это то, что мы едим, и здоровая пища, она всегда была в тренде, и в ближайшие сотни лет уж точно этот тренд спадать не будет. И подтянутся страны, которые отстают, потому что, да, они немножко нагоняют. Поэтому здесь уж мы смело можем называть, и статистика четко показывает, да, на чем новая эра зарабатывает и будет зарабатывать. Поэтому это рекомендация, что, господа, давайте сейчас разбивать курицу с бамбуком, потому что это центральный момент. Вот. И всегда будет в новой эре доминирующая линейка именно улучшений. И ее будут развивать. Тем более у нас есть возможность
иметь уникальные продукты, которые нет в других компаниях. Если мы сейчас сориентируемся на бамбуковых полотенцах, мы будем конкурировать с компаниями, которые продают бамбуковые полотенца. Мы будем объяснять, что у нас качество лучше, у нас дешевле, у нас упаковка красивее. Доказывать. А доказывать по пыльце ничего не надо. Пыльца у нас и нигде больше. Результаты шикарные. Через неделю уже люди чувствуют. Все. А потом уже через доверие, мы вышли на доверие к людям, к потребителям, они к вам сами придут, а что есть еще? У нас сейчас кофе долго нет, что рынок рухнул. У нас товарообороты снизились из-за отсутствия кофе. Они повышаются с каждым месяцем. А я помню, как у нас пару месяцев не было пыльцы в компании. Все регионы гудели, товарооборот резко снизился, но люди заказывали вперед пыльцу с бамбуком и ничто другое. Тут же поняли, да? То есть, кто хотели ассортимент, потом как-то пыльцы не стало, сказали, блин, ну без пыльцы вообще никуда. Не надо нам ничего, дай пыльцу и все, мы это самое, будем послушными, хорошими, но только пыльцу нам дай, пожалуйста. Вот, поэтому здесь тоже наше преимущество. Мы работаем не просто на БАДах, в тренде, но еще и на уникальной продукции. Простой, безопасной, актуальной, понятной. И при всем при этом мы имеем возможность предлагать ее по вполне нормальной потребительской цене. То есть небольших денег стоит на самом деле. То есть если сравнивать продукцию по ее результатам, да, то есть оценивать всегда результат нужно, то вполне комфортные приемлемые цены. И вот здесь вот то, почему я пришел в этот бизнес. На самом деле, это уже такой глубокий анализ я вам рассказал. Я сейчас еще немножко пройдусь по системе обучения. Вот. Но лично для меня всегда при выборе любого бизнеса и разговаривая с любым бизнесменом, абсолютно с любым бизнесменом, при оценке бизнеса необходимо учитывать следующие качества. Первое, быть первым и быть в тренде. Рынок развивается, имеет смысл на него входить. Чем раньше на него войдешь, тем больше перспективы развития. Да? То есть вот если есть линеечка, то если ты здесь, то ты заработаешь вот столько. Если ты здесь, то ты заработаешь вот столько. Если рынок не развивается, ты ничего не заработаешь. Если рынок падает, то ты продаешь. Все очень просто, и любой бизнесмен это понимает. Значит, новая эра. Рынок в тренде. И мы первые. Бизнесмена сразу возникает вопрос, как первым быть рискованным. Мы же не знаем, как это развиваться будет. То есть сколько стартапов горит. Есть даже целый бизнес по с этим стартапам. Да? Люди пробуют, раз один сработал. И вот здесь вот эти два показателя, они всегда противоречат друг другу. Нельзя быть первым, не знав, не поняв вообще, как будет развиваться. Есть только прогнозы, да, есть какая-то интуиция. Поэтому и говорят, первым быть рискованным. Но у нас это единственный случай в жизни, который у меня произошел, когда эти два показателя сошлись. Мы первые, но компания отработала 20 лет. Она работала на территории Китая. Для того, чтобы понять, как будет развиваться этот бизнес, достаточно просто посмотреть, как это происходило в Китае. Точно так же это будет происходить в любой стране, которая войдет. Но нужны гарантии. Потому что не от нас зависит, что компания будет давать качественную продукцию. Компания нас не обманет, компания не обанкротится, компания не продаст этот бизнес кому-то другому, потому что там интересы поменяются. Компания финансовые условия не изменит, да, или будет предлагать какие-то хорошие. То есть вот эта вот гарантия, она может перечеркнуть эти два показателя, они очень важны, их огромный список. Но у нас есть на него один единственный государственный компания.
И все, и больше никаких вопросов не возникает. Государственная компания не будет заниматься ерундой, она обманывает людей, не сможет, она не имеет права это сделать. Тем более китайская. И это тоже отличный показатель. Нет, не потому, что Китай это мощное государство, развивающееся, которое в прошлом году обогнало все-таки по ВВП все страны в мире, не только поэтому, но еще из-за ответственности китайских чиновников за свои слова и обещания. Ни один чиновник в мире не имеет такой ответственности за то, что он делает, за то, что он сказал. И это тоже очень хорошая гарантия. Вот эти три показателя, последний показатель, да, из миллиона пунктов состоит, они все плюсики совершенно. Ни одна компания не имеет такие плюсики, ни одна. Какую бы мы ни перечислили, обязательно какой-нибудь минус будет. И это именно та причина, которая меня заставила серьезно отнестись к этому бизнесу, почему я здесь. И я, как уже сказал вчера, я сегодня повторю, потому что такой шанс выпадает даже не один раз в жизни, а намного реже. Вот. Ну и по методам работы. Я завтра буду более подробно рассказывать, но мы все стараемся быть эффективными, потому что современный мир таков. Бизнес должен быть эффективным. И поэтому мы стараемся использовать современные методы ведения бизнеса. И это тоже показатель компании, использование, быть современным. Я очень доволен, что я пришел в эту компанию, и у которой огромное количество сейчас организационных моментов, которые не решены, которые нам приходится решать. Это показатель того, что мы в самом начале, и что мы делаем этот рынок для себя. Мы свой бизнес создаем. Вот я себя чувствую действительно как настоящим бизнесменом, который не пришел поиграть по чужим правилам. Придите в Амвей, попробуйте свои правила сделать. Получится у вас? Попробуйте хоть на одно мероприятие там не прийти. А мы здесь сами мероприятия создаем. Мы сами историю компании делаем. Мы сами свои правила ведения бизнеса создаем. Так вот, то есть я очень доволен, что мы строим этот бизнес и решаем свои организационные моменты, и в том числе внедряем эффективные современные методы ведения бизнеса. У нас бизнес-рекомендации. Наша задача информировать о том, в какой классной компании мы работаем. Наша задача просто хвастаться, как нам хорошо, как нам повезло. И знакомить людей друг с другом. Вот вся наша задача. Вообще классный бизнес. Если это получается, это вообще супер. Для этого нужны, конечно же, разные методы работы. Первый метод, конечно же, это сообщить всем своим знакомым, родственникам и так далее. Да? И вы прекрасно знаете, есть список знакомых, вот, его надо составлять, писать, делать звонки, приглашать на встречу. Это классический метод ведения бизнеса. То есть есть работа по теплому списку. Но есть еще и холодный рынок. Холодный рынок — это те люди, которые мы не знаем. И люди почему-то, которые комплексуют рассказать знакомым, чем они занимаются, пытаются работать на холодном рынке, считая, что там легче работать. А некоторые, наоборот, боятся познакомиться с чужими людьми. У них вот такой комплекс присутствует. Я могу сказать, что правы и те, и эти. На самом деле работать нужно везде. И сейчас хочу рассказать, в принципе, вообще, что из чего состоит. То есть, во-первых, холодный рынок огромен, и вам неизбежно придется с ними сталкиваться, но даже через теплый рынок. Теплый рынок обязательно. Ваше окружение обязано знать, чем вы занимаетесь.
работать со своим окружением, со своими родственниками тяжело, да, их привлечь в бизнес, но задача не привлечь в бизнес. Задача рассказать, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Это сделать легко. Давайте работать легко. Поэтому по теплому списку и список знакомых делаем обязательно. У меня ни один дистрибьютор не будет со мной работать до тех пор, пока не предъявит список знакомых. Я его просто не допущу к себе и не буду отвечать ни на один вопрос, если он не сделал список знакомых. Задача сообщить, что я в какой-то компании, я счастлив, доволен, все. Это очень просто. Да? Не ставьте цель подписать родственника. Но родственник обязан знать, чем вы занимаетесь. И что у вас все в порядке. И что вы в надежных руках. Что у вас замечательные лидеры. Умные, талантливые, достигшие успеха, успешные люди. Это знать должны все ваши знакомые. Из списка знакомых добавляется еще один список знакомых. А это уже холодный рынок. Но это рынок по рекомендации. Вы не просто позвоните этому человеку, а скажете, что я же от этого, и к вам отнесутся уже совершенно по-другому. Это уже такой тепленький рынок. И задача этого тепленького рынка сделать его теплым. То есть вам необходима цель этого контакта, это установить хорошие дружеские отношения. Опять же, забудьте про бизнес, забудьте про продукт, просто ваша задача установить хорошие отношения с этим человеком. Понравится ему. И чтобы он вам, соответственно, тоже понравился. А самое интересное, что задача холодного рынка точно в том же и заключается. Холодный рынок нужно сделать теплым, потому что никто к вам в бизнес не пойдет и не станет к вам вашим клиентам, если он не будет вам доверять. Если вы понравитесь человеку, он купит у вас продукцию. Если вы понравитесь человеку, он пойдет с вами работать вместе. Потому что человек выбирает продукцию, бизнес и вас. Если он вас не выберет, он пойдет к другому, и у него купит продукт. И с ним будет работать. Будет работать с тем, кого он выберет. Это тоже очень важно. И в последнее время очень много разговоров по поводу работы в интернете. Потому что это современный метод и так далее. Это холодный рынок, не ограниченный. Потому что границу интернета нет. Только языковой барьер. И то можно там общаться. И поэтому все очень рвутся на этот рынок, все хотят получить инструменты. Самое интересное, что куча предложений есть по всяким разным системам, которые вы наверняка тоже получаете ежедневно, кто пользуется электронной почтой, письма. Зарегистрируйся, ничего не делай, все, и там пошли какие-то начисления. Ну, ерунда. Даже интернет так не работает. И даже задача интернета найти человека, войти с ним в контакт и сделать его теплым контактом. Даже через интернет вы не подпишете партнера и не заведете себе клиента, если не сделаете его теплым. Поэтому вот это надо очень, самое главное, уяснить. В интернете тоже нет никакой халявы. Это тяжелая работа. Есть инструменты, которые автоматизируют эту работу, но неизбежно готовьтесь к тому, что с каждым вы будете контактировать. И все будет зависеть от того, как вы с ним контактируете. Поэтому самое парадоксальное, что в интернете работать в итоге тяжелее, чем на земле. Потому что контактировать придется вам. И написать текст без эмоций тяжелее передать в тексте то, что вы чувствуете. Через текст тяжелее понравится человеку. Поэтому что? Поэтому там скайп подходит. Да? Мы начинаем по скайпу общаться. И здесь опять на первом этапе, пока вы не стали профессионалами, пока не научились самостоятельно классные лекции проводить, презентации, вам придется либо пользоваться спонсором своим, подтаскивая его к скайпу, да, либо терпеть неудачу за неудачей, пока вы не научитесь общаться по скайпу. Но если спонсор уже вырос и привык работать одновременно с сотней людей, а не с одним человеком, то тяжело вам его постоянно открывать.
Поэтому закон такой. Вначале список знакомых и тренируемся на них, совершенствуем свой профессионализм. Учимся делать презентации. Одновременно можно сразу же работать в интернете, тоже тем самым повышая свой профессионализм. В интернете тоже можно презентации проводить. У вас появились города, работайте с ними по скайпу. Общайтесь больше со знакомыми по скайпу. Со знакомым с теплым списком тоже можно по скайпу работать. Учитесь, тренируйтесь. А дальше уже подключайте систему. Систему работы в интернете. Значит, какие есть инструменты для работы в интернете? Скажу сразу. Работа в интернете разделяется на два принципа. Если это действительно систематизированная и автоматизированная система. Есть некто, кто эту систему внедрил, купил или создал, неважно, но он ею руководит и предоставляет возможность людям другим этой системой пользоваться. Иначе она не работает. Любая автоматизированная система вот этого бизнеса в интернете, она тем лучше, чем больше людей в ней являются участниками. И вот здесь у этого человека есть две возможности. Первое — это сделать систему, в которой люди зарабатывают все, а второе — сделать систему, в которой он зарабатывает, нагоняет туда людей. И вам очень важно понять, да, в какой вы системе работаете. Либо работая на кого-то, это тот же самый сетевой бизнес. Либо вы в пирамиду попали и заработаете, только являясь верхушкой организатора, либо вы работаете в честной системе, которая позволяет другим зарабатывать. Вот. И мы сейчас создаем систему и ее делаем бесплатно абсолютно для всех, и обязательно вам предложим эти варианты, научим работать. Значит, что это за система? Она, в принципе, практически везде одинаковая. В некоторых подключены какие-то функции, в некоторых не подключены функции. Ну, во-первых, есть система личных кабинетов и неких инструментов для ведения бизнеса сетевого. Значит, в этой системе обязательно должны вести презентации и вебинары, обучающие и бизнесу, и работе с этими инструментами. То есть понятно, да? То есть, грубо говоря, если это касается новой эры, это должна быть некая система, в которой ведутся презентации по бизнесу, по продукте новой эры, в которой идет школы обучения бизнесу новой эры. Вот, и обучение работе с инструментами инфобизнеса. Да, сейчас я о них расскажу. У вас есть там личный кабинет. Буквально 2 минуты. У вас есть личный кабинет, в котором отображаются ваши партнеры, которых вы пригласили в эту систему и так далее. Но это уже не важно. Второе. Есть ваши собственные сайты. Каждый участник системы имеет свои собственные сайты, которые в интернете, соответственно, рассказывают о бизнесе, либо о вас, приглашая в эту систему, либо приглашая в этот бизнес. Вы получаете эти сайты бесплатно, но для того, чтобы они отображались где-то в интернете, вы за рекламу платите денежки в какой-нибудь Яндекс или Google, ну, неважно. То есть, чтобы раскручиваться, нужны деньги. И, соответственно, будет обучение по работе с этими сайтами. Есть система подписки. Когда человек попадает на ваш сайт, он может подписаться на обновления, на ваши новости и так далее, и этому тоже учится. И есть некие системы автовебинаров, которые человек приводит, может в любой момент, не по расписанию, а в любой момент послушать презентацию. Это все достаточно сложно, и этому нужно обучаться. И это не просто даже тренинги по работе с инфобизнесом, но это прежде всего любая работа в интернете, и даже не в интернете, даже онлайн. Вот самое главное хочу, чтобы вы это запомнили. И на этом я заканчиваю. Наш бизнес не просто бизнес-рекомендации. Как я уже сказал, вы должны понравиться человеку, чтобы он с вами стал работать. Либо как потребитель, либо как партнер.
И чем лучше вы себя преподнесете, тем лучше у вас будет бизнес. Поэтому, по сути, это не только бизнес-рекомендации, но это еще пиар самого себя. Вы должны показать, какой вы хороший и какая хорошая у вас команда. Если вы это сделаете правильно, значит у вас с бизнесом все будет в порядке. Вам пойдут люди. Потому что вы и ваша команда, и ваш спонсор им будете нравиться. Так вот, намного проще это сделать вживую, чем через интернет. Поэтому вся работа в интернете будет сводиться к тому, чтобы показать в цифрах, буквах, фотографиях и сайтах и так далее, какой вы классный и какая классная ваша команда. И так далее.